Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. На основании соглашения парламент утвердил 4 членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Профессиональный праздник работников спецслужб 24 года со дня создания СГБ. Новый год у главной елки. Праздник для особенных детей прошел в столице. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю гибели чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Убийство дипломата является нарушением всех общепринятых норм цивилизованного общества и тягчайшим преступлением. Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт. В этот трудный час мы выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью выдающегося дипломата и большого патриота своей страны, говорится в частности в телеграмме соболезнования. МИД Абхазии решительно осуждает дерзкий, вызывающий террористический акт, в результате которого погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в МИД России в связи с терактом, произошедшим в городе Анкара. В Республике Абхазия выражают надежду на то, что заказчики и организаторы данного террористического акта понесут заслуженное суровое наказание. Имя Андрея Карлова будет вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей родине, отмечается в частности в заявлении МИД Абхазии. Напомним, что в понедельник вечером мужчина выстрелил в Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Как сообщают турецкие СМИ, перед атакой нападавший выкрикивал исламистские лозунги. По их данным, в результате нападения были ранены еще 3 человека. По предварительной информации, нападавший был застрелен турецкими спецслужбами. По неподтвержденным данным, он являлся полицейским. 21 декабря с 10 до 15 часов в здании посольства России в Абхазии будет открыта траурная книга по приему соболезнований в связи с трагической гибелью чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова. Общественные организации и движения Абхазии выражают соболезнования в связи с убийством российского дипломата Андрея Карлова. Свои заявления по этому поводу сделали Международный фонд АПСН, Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА, Республиканская политическая партия «Единая Абхазия», Республиканская общественная организация «Апсадгил». Андрей Геннадьевич Карлов был большим другом Абхазии, помогал нашей стране и в должности директора консульского департамента МИД и будучи послом России в Турции. Он всегда с особым вниманием относился к вопросам сотрудничества России и Абхазии, никогда не оставался равнодушным к проблемам абхазской диаспоры в Турции. Мы связались по телефону с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Инаром Гицба, который дал высокую оценку профессиональным и человеческим качествам Геннадия Карлова. До глубины души потрясен шокирующим известием о зверском и гнусном убийстве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова. Это был действительно глубоко интеллигентный, добрый, отзывчивый и профессиональный человек. Имя Андрея Карлова будет вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей родины и установлению безопасности в регионе. Категорически осуждаю этот зверский террористический акт, направленный на подрыв решительных усилий российской дипломатии по установлению мира и стабильности в регионе. И надеюсь на то, что все организаторы данного террористического акта понесут должное наказание. Андрей Геннадьевич Карлов действительно был большим другом Абхазии. Он оказывал всяческое содействие инициативам абхазской дипломатии здесь, в Турции. Лично внес огромный вклад в оказание содействия процессу репатриации наших соотечественников из Сирийской Арабской Республики, которая была охвачена гражданской войной. Андрей Геннадьевич Карлов всегда оставался чувствительным к нашим вопросам, и помимо профессионального взаимодействия, личностные отношения очень тепло им были поддержаны. Выражаю глубокие соболезнования семье и коллегам Андрея Геннадьевича, а также всему российскому народу. К другим новостям. За плодотворную творческую работу и большие заслуги в развитии национальной литературы народный поэт Абхазии Виталий Амарщин награжден орденом Ахизапша второй степени. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба.
Президент Рауль Хашимов подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. В указе, в частности, говорится: в соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия назначить членами Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Гиви Габня, Гогия Тамаза, Отари Илердже, Елену Лабаху, Руслана Панти, Аиду Хонеля и Дмитрия Шамба. Парламент Абхазии избрал 4 членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Эти кандидатуры были предложены блоком оппозиционных сил на основании ранее подписанного соглашения между властью и оппозицией в целях преодоления общественно-политического кризиса и достижения согласия в обществе. Также депутаты утвердили смету расходов на содержание Национального банка Абхазии на 2017 год и выбрали аудитора для проведения внешнего аудита Главного банка страны. Тему продолжит Денис Фаршба. Повестка дня сессии на редкость короткая, всего 4 вопроса. 3 касательно Национального банка Абхазии и 1 нового состава ЦИК. На основании соглашения между оппозицией и властью, подписанного вчера, блок оппозиционных сил предложил парламенту кандидатуры для избрания в качестве членов ЦИК. От имени парламента подписал я. Это то, что мы представлены блоком оппозиционных сил, 4 человека в Центральный избирательный комитет, мы голосуем за них. Оппозиция предоставила вот такой список: Пачалиас Тамур Руфетович, Герри Роман Шотович, Виквисквири Вячеслав Евгеньевич, Агерба Гудиса Эдуардович. Согласно закону, Центральная избирательная комиссия состоит из председателя и 14 членов. 7 человек назначаются президентом, 8 избирает парламент. Сегодня единогласно были утверждены 4 члена ЦИК. Оставшиеся 4 кандидатуры депутаты рассмотрят завтра. Показать пример выполнения данного соглашения, поэтому мы сделаем список, который идет от блока оппозиционных сил отдельно. И я очень надеюсь, что вы все меня поддержите. Вернее, поддержите свое же постановление. Что касается другого списка в 5 человек, ну что же, альтернативное голосование. Кто выиграл, тот и взял. Депутаты парламента также сегодня утвердили смету расходов на содержание Национального банка Абхазии на следующий год. Общая сумма более 500 миллионов рублей. Процентные расходы, в том числе и проценты по субординированному кредиту, составляют 102 миллиона рублей. По операциям с инвалютой 15 миллионов рублей. На формирование провизии потребуется 300 миллионов рублей. Единственное направление увеличения – это расходы на производство и доставку монет на 10 миллионов рублей, вот мы увеличили, связано с планом эмиссии Банка Абхазии. Мы в следующем году планируем имитировать более 10 видов монет. Из них 10 видов – это фамильные тамги Абхазии, об этом было уже объявлено. Идет конкурс на лучшую монету, конкурс завершается 1 февраля. Помимо этого, монета Абхазский университет приурочена к юбилею Абхазского университета. И монету Абсха-Леон тоже объявлен конкурс. В связи с тем, что будет выпущен большой тираж, увеличиваются расходы, но, как вы понимаете, эти расходы потом превращаются в доход. Расходы на содержание служащих банков в 2017 году увеличатся на 10%. Это обусловлено необходимостью привлечения высокопрофессиональных IT-специалистов в технические службы банка. Сумма прибыли Национального банка увеличена в 3 раза. Более того, Банк Абхазии планирует осуществить ряд проектов. Как известно, в этом году Банком Абхазии объявлена программа кредитования держателей карт АПРА. На эти цели предусмотрено выделение 300 миллионов рублей. Вот к концу 2016 года, на сегодняшний день, самые последние данные, Банком Абхазии выделено 110 миллионов рублей на микрокредитование граждан, получающих зарплаты и пенсии, и более 3000 граждан республики, в основном пока это жители города Сухум главным образом, но мы идем в регионы тоже. Парламентарии единогласно приняли постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год. Депутаты определили внешнего аудитора Национального банка страны. Им выступит российская компания «Интерком Аудит». Денис Фаршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение.
Сегодня сотрудники Службы государственной безопасности Республики Абхазия отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудников органов госбезопасности. СГБ Абхазии была создана 4 декабря 1992 года. Поздравить сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником пришли вице-президент страны Виталий Гапня, секретарь Совета безопасности Мухаммад Килба. Подробности в материале Ренаты Шакая. Торжественное заседание в Службе государственной безопасности началось с государственного гимна страны. С речью на торжественном собрании перед гостями и сотрудниками органов госбезопасности выступил председатель СГБ Зораб Маргани. Работа в органах госбезопасности сопряжена с опасностями и риском, а то и гибелью сотрудников, отмечалось в выступлении председателя СГБ. Память погибших при исполнении своих служебных обязанностей почтили минутой молчания. К эффективности и качеству работы органов государственной безопасности предъявляются самые высокие требования. Сотрудниками осуществляется активная работа по пресечению проявлений терроризма, глобальной угрозы современности. В диверсионно-разведывательной деятельности грузинских спецслужб проводится активная работа по предотвращению ввоза как контрабанды в целом, так и наркотических веществ и препаратов в частности. На праздничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов государственной безопасности, вице-президент Виталий Гапня зачитал поздравительный адрес от имени президента Рауля Хаджимба сотрудникам и ветеранам СГБ. В поздравительном адресате отмечалось, что работа в Службе государственной безопасности предполагает ежедневное преодоление многочисленных трудностей, решение ответственных задач по обеспечению безопасности наших граждан и защите национальных интересов от внешних и внутренних угроз. Очевидно, что ни одна страна не стала стабильной без опоры на силовые блоки, где первая из которых является Служба государственной безопасности, что говорит о том, что нам нужно значительно усилить данный комитет. Усилить за счет профессиональности и количества кадрового состава, за счет технической и социальной составляющей, за счет финансового аспекта. Отработать взаимодействие внутри страны по силовым блокам, по отношению к Российской Федерации, странам СНГ, по отношению к всему тому цивилизационному пространству, частью которой мы являемся. Секретарь Совета безопасности Республики Мухаммад Килба отметил безупречную работу спецслужб Абхазии во время проведения митингов 15 декабря. Действительно, ряд факторов не дали именно произойти тому худшему или плохому, и в том числе именно организованность и готовность сотрудников Службы государственной безопасности и представителей других ведомств действительно остудили очень многих, и мы на сегодняшний день действительно можем радоваться тому, что не дали именно произойти тому, что произошло когда в свое время здесь 5 июля или там ранее в другие времена. В завершении торжественного собрания прошло награждение памятными подарками и присвоение очередных воинских званий сотрудникам Службы государственной безопасности. Рената Шакая, Сейда Гусова, Кавказский телевизор. Не за горами новогодние праздники. С особым нетерпением прихода Деда Мороза ожидают ребятишки. Сегодня компания «Премиум» совместно с фондом «Ашана» устроила новогодний праздник детям с ограниченными возможностями. Каждый из ребят, а их было более 60 человек, получили сладкие подарки. Сария Смыр расскажет о новогоднем празднике. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздник вкус всегда настоящий. Праздник действительно пришел сегодня к этим особенным деткам. С наступающим Новым годом их поздравил Дедушка Мороз и вручил подарки. Без сладких гостинцев здесь никто не остался.
Ребята делились впечатлениями со своими сверстниками, показывали родителям подарки от Деда Мороза и рассказывали стихи. Равнодушных здесь не было. Дети радовались празднику, а родители возможности привезти их сюда. Они благодарили компанию «Премиум» за такой праздник. Мне подарил Дед Мороз то, что я хотела. Мне очень здесь понравилось. Поздравляю с Новым годом. Мне понравилось. Кто приходил? Дедушка Мороз. Очень хороший праздник для наших деток, которые здесь. Спасибо, Шана, спасибо всем. Всех с Новым годом, здоровья, счастья. Больше нам ничего не надо, только пусть дети радуются. Наши заболевания, к сожалению, это не одним годом мы можем закончить их или вылечить. Труд родителей огромен. Вот на самом деле, что делают наши мамочки и отцы, просто не передать. В наступающем году я хочу всем здоровья. Пусть все проблемы останутся в этом году, а Новый год мы начнем со здоровья, со счастья и улыбок наших детей. Для маленькой Милены Новый год – любимый праздник. Сегодня радости ее не было предела, ведь она впервые побывала на таком представлении. Девочка с увлечением рассказывала о том, что ей подарил Дедушка Мороз. Здесь был Дед Мороз. Мне очень понравилось, что он сюда пришел. Я смогла с ним пообщаться. Он подарил мне подарок. На этом праздник для детей не закончился. Все переместились в центр города к главной елке. Эти большие машины, которые уже давно стали символом Нового года, сразу привлекли внимание людей. Родители с детьми подходили все ближе. Кто-то из детей даже умудрился залезть в кабину машины. А малышам, которые прочитали стихи, Дедушка Мороз принес подарки. Зимой летом, что и мая, По словам менеджера по связям с общественностью компании «Премиум» Астанды Гицба, этот праздник в кругу детей для них уже стал традицией. Радость и позитив очень нужны всем, а особенно детишкам. Компания «Премиум» вот уже 3-й год подряд организовывает приезд новогоднего каравана «Кока-кола» в Абхазию. Атмосфера волшебства, праздников, подарков – это прежде всего позитивные эмоции, которых так не хватает в холодное время года. И подарки, которые мы с любовью подготавливали, обязательно окажут положительное воздействие на настроение детей. У людей было праздничное настроение, никто не хотел расходиться, а к Дедушке Морозу и вовсе образовалась большая очередь. Детишки без всякого стеснения читали стихи, пели песни, за что и получали сладкие подарки. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Накануне традиционный детский карнавал прошел в Москве в посольстве Абхазии в России. Чрезвычайный полномочный посол Игорь Ахба приветствовал гостей, поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал веселого праздника. Не заставили себя ждать Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ребятами зажгли огоньки на елке. Они показали различные фокусы, а дети приготовили Деду Морозу новогодние песенки и стихи. Не обошлось также без веселых конкурсов и угощений. И, конечно же, каждый получил от Деда Мороза подарок. На праздник пришли танцоры из детского хореографического ансамбля «Амцебс» под руководством Лаши Марухба. Ребята представили зажигательный абхазский танец. Детей и взрослых приветливо встречали добрая волшебница и веселые персонажи из мультфильмов. В завершении все вышли во двор посольства, где в честь Деда Мороза и наступающего Нового года прозвучал яркий красочный салют. Черноморэнерго ставит в известность, что в связи с ремонтными работами 21 декабря с 11 до 14 часов будут отключены все потребители Гагарского района, кроме потребителей, получающих электроэнергию от ПТС-110, Алахадзе и Пицунда. Группа Черноморэнерго приносит свои извинения за оказанные неудобства. В ночь с субботы на воскресенье в Корчале выпал снег. После однодневного перерыва сегодня с утра снег пошел вновь и с каждым разом усиливается. Коммунальные службы города помогают расчищать центральную трассу и городские улицы. Перебоев со светом и водой нет. Образовательные и дошкольные учреждения работают в обычном режиме. Главой администрации Ткорчалского района создан штаб по оперативному реагированию на возможные последствия снегопада.
Сухумское утро порадовало горожан небольшим снегом, но эмоций принес предостаточно. Особенно детям. На улице потеплело на пару градусов. Слабый дождь, который сменил небольшой снегопад, заметно усложнил движение автотранспорта на дорогах, превратив трассу в катки, в связи с чем УГАИ МВД Республики Абхазия рекомендует водителям воздержаться от поездок. Дождливая погода в Абхазии держится с завидным постоянством. Вот мы и обратились к главному синоптику страны Леварду Барцис с вопросом, когда же наконец распогодится. По словам Барцис, погода с четверга прояснится. Температура воздуха прогреется до 10 градусов. Главный синоптик страны утверждает, что по всем параметрам нынешний год полностью соответствует всем погодным нормам. И с точки зрения метеорологии он весьма благоприятен. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии облачная погода. Утром и ночью ожидается снег с дождем. Температура воздуха ночью минус 1,1, днем 5-7 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.